Уважаемые жители города Азнакаево, на 17 апреля по Республике Татарстан с нарастающим итогом зарегистрировано 128 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 63 завозные случаи, 65 случаев – это близкие контакты с ранее заболевшими. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Республики Татарстан и Азнакаевского муниципального района. Мое выступление не напугать, а рассказать об этой болезни, чтобы снизить страх и придать уверенности. Каждый день мы узнаем о новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекции среди населения. Коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку при близком контакте через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают, кашляют. Мы знаем точно, что больше всего больных объединяет 3 симптома в той или иной степени интенсивности. Это повышение температуры, это боль в теле, кашель, а может протекать заболевание и бессимптомно. Болезнь может длиться от 5-6 дней до 14 дней. Это так называемый инкубационный период. То есть с момента проникновения вируса в организм человека до появления первых признаков. Именно проходит от 5-6 дней до 14 дней. Как же заражаются COVID-19? В подавляющем большинстве это продолжительный контакт с зараженным человеком или с тем, кто находится в инкубационном периоде. Практически большинство заражений происходит в результате физического контакта руками с зараженной поверхностью, затем физического прикосновения к своему лицу, глазам, носу и рту. Можно заразиться через воздух, но на данный момент наблюдение показывает, что таким образом заразиться можно только находясь с инфицированным больным длительное время на близком расстоянии. Это 15-30 минут. Хочу повторить, что подавляющее большинство заражений происходит именно через физический контакт, последующее прикосновение к лицу. Это очень важный момент. И на самом деле это очень воодушевляет, потому что, точно зная пути передачи, через который вирус передается нам, мы можем себя обезопасить. Как же защитить себя от заражения коронавирусом? Соблюдать режим самоизоляции. Оставайтесь дома. Самое важное, что мы можем сделать, чтобы защитить себя, это поддержать чистоту рук. Необходимо мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие средства, антисептики. Носите с собой дезинфицирующие средства для рук. Каждый раз после того, как вы коснулись поверхности, к которым могли прикоснуться другие люди, дезинфицируйте или мойте руки. Не трогать руками лицо. Нельзя трогать глаза, нос и рот. Когда мы неосознанно, порой мы дотрагиваемся до 15 раз в час. Именно использовать одноразовые медицинские маски. Они предотвращают попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы через нос и рот. Когда надеваем маски, необходимо их плотно укрепить возле носа, не допускать зазоров, должны закрыты быть нос и подбородок. Маска также предотвращает, сохраняет, помогает нам защитить наши глаза и нос, чтобы мы не трогали руками. Соблюдать социальную дистанцию. Что это такое? Это держите дистанцию 1,5–2 метра друг от друга. При посещении торговых предприятий, магазинов, аптек необходимо соблюдать эту дистанцию. Это очень важный момент. Вроде бы простые, элементарные правила необходимо соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Если вы заболели, необходимо, если у вас повысилась температура, если у вас ломота в теле, если у вас кашель, затрудненное дыхание, обязательно нужно самоизолироваться от членов своей семьи и вызывать врача на дом. По городу у нас в последнее время распространяются фейковые сообщения. Уважаемые жители, пожалуйста, не поддавайтесь этой панике,
потому что вот по поводу магазина «Гурман» по улице Шайхутдинова, это неправда. Уже торговые предприятия все перешли, соблюдая дезинфекционный режим, соблюдая санитарно-противоэпидемические мероприятия. Уважаемые жители, если вас интересует достоверная информация, вы можете посмотреть на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан и на сайте ФБУС, Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан. Также достоверная информация у нас выставляется на сайте Азнакаевского муниципального района и газеты «Маяк», районной газеты «Маяк». Уважаемые жители нашего города и района, мы можем с вами помочь нашим врачам. Пожалуйста, соблюдайте элементарные правила личной гигиены. Это мытье рук и содержать помещение, поверхности в чистоте, соблюдать режим проветривания, проводить обработку в подъездах, например, дверных ручек, перил, очищать рабочие места, соблюдать правила личной гигиены, учить детей своих соблюдать эти правила. Уважаемые жители города, я вам желаю всем здоровья. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Благодарю за внимание.